Здравствуйте, это новости в субботу, в студии Лина Зинатуллина. Сегодня завершился второй день голосования. Россия выбирает депутатов Государственной Думы 8-го созыва. В Татарстане работали 2810 участков, и проголосовать на них можно было с 8 утра до 8 вечера. По данным системы «Газвыборы», на 15 часов 18 сентября в республике явка на выборах составила почти 47% от общего числа избирателей. Напомним, активным избирательным правом обладают почти 3 миллиона татарстанцев. Явка в России на 3 часа дня 25,64%. В эти минуты началась пресс-конференция в Центре избиркоме Татарстана. К журналистам по видеосвязи вышел глава ЦИК Андрей Кондратьев. Мы ожидаем услышать от него итоги второго дня голосования. Об этом чуть позже в программе. А пока давайте посмотрим, каким был этот выборный день. Итак, сегодня татарстанцы проявляли активность на участках. Голосующими можно было увидеть известных артистов, министров, депутатов, общественников. К пожилым и ветеранам приходили на дом. Алия Хайрудинова спросила, с каким настроением идут на выборы. Готовы проголосовать? Рано утром проголосовал герой соцтруда Ильдус Мастюков. К нему с урной пришли домой. Ему 93, и он единственный в истории СССР татарин, работавший генеральным конструктором по разработке радиолокационного опознавания войск «Свой-чужой». Ее из Казани внедряли на весь Союз. Свой долг перед страной выполнили. Плохое зрение не позволяет идти на избирательный участок, но он помнит дух праздника и радости, который всегда царил в дни выборов. Мы были очень патриотичны. Страна в своем развитии достигла очень высоких результатов. Мы прошли Великую Отечественную войну, восстанавливали народное хозяйство. Настроение было очень приподнятое в то время. И мы на выборы с большой радостью шли. Мерси, отвечает Лейла Фазлеева, и проходит на избирательный участок в 3-й гимназии. Вице-премьер говорит, выборы для нее праздник. В таком же духе воспитывает и сына. Важное событие для моей семьи, для моего сына, который также идет сегодня голосовать. Относиться к этому как плановому, какому-то обычному мероприятию я бы не стала. В Иннополисе проголосовал вице-премьер Роман Шайхутдинов. Здесь, на избирательном участке, все соответствует статусу IT-столицы республики. Жителей встречает робопес, который в будущем будет преобразован в настоящего цифрового экскурсовода. Мы часто слышим, что это избирательное право, что это действительно возможность проявить себя и отдать свой голос. Это происходит нечасто. Конечно, можно найти время, тем более в этом году выборы проходят 3 дня. На участке в здании КАИ имени Туполева со своей супругой голосует заместитель председателя Госсовета Юрий Камалтынов. На участке много желающих проголосовать. Здесь соблюдены все антиковидные меры. От наших действий зависит, как будет жить дальше страна. Поэтому выражаю надежду, что все будет хорошо. И радует, что на всех избирательных участках четко придерживаясь всех необходимых правил, связанных с эпидемической ситуацией. Его коллега Татьяна Ларионова голосует на 319-м участке в здании 6-й гимназии. Здесь за 3 дня выборов ожидают порядка 2500 человек. Она вспоминает, как ходила на выборы еще со своими родителями. Это всегда был семейный праздник. И сейчас некоторые говорят, потому что дефицит был на участках избирательных. Да нет, ни за конфетами, ни за сладостями. А это действительно было какое-то особое настроение, особое желание и особая семейная традиция, причем не только наша. На 48-й участок отдать свой голос с супругой пришел депутат Госсовета, народный артист республики Рамиль Тухватуллин. Завтра в Камаловском открытии сезона. Самые важные дела решили завершить сегодня. От будущих законов, которые будут принимать наши будущие депутаты, зависит и внутриполитическая стабильность, социальное благополучие. В поселке Чернышевка со своей супругой голосует глава Высокогорского района Рустам Калимуллин. Глава Мамадышского района Анатолий Иванов на избирательный участок пришел с внучкой. Голосуют и общественные деятели. Елена Кузьмичева опустила бюллетень в урну в школе номер 137 Казани. Программы, представленные кандидатами, были достаточно яркие, поэтому у наших граждан была возможность ознакомиться и с делами, и с программами. И поэтому в эти дни нам осталось сделать только свой выбор. Завтра последний и основной день голосования. Участки откроются в 8 утра. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, Вадим Илларионов, Игорь Романов, ТНВ, Татарстан.
В Татарстане выборы проходят спокойно и организованно. Такую характеристику процесса голосования в республике дали сегодня наблюдатели из Казахстана. Эксперты оценили антиковидные меры, проведение выборов в 3 дня, участие блогеров. В Казахстане голосование проходит в 1 день. Своими впечатлениями гости поделились с нашим корреспондентом. Мы наблюдаем мирную, доброжелательную обстановку на всех избирательных участках, в которых мы были. Плюс мы же, естественно, добирались с одного участка на другой. В городе все тихо, спокойно. Город живет мирной жизнью. Это тоже очень важно. Очень важно. Поэтому я желаю, чтобы в таком же режиме, на таком же фоне эти выборы были завершены и подведены итоги. К этой избирательной кампании видно, что здесь была пройдена очень большая работа. Также условия по нераспространению ковида, оценку того, что избирательные органы Татарстана, то, что мы своими глазами видели, очень хорошо подготовились. Опыт Татарстана по организации и проведению выборов востребован на федеральном уровне. Об этом сегодня рассказали на форуме «Мой голос» в Казани. По примеру нашей республики, на этих выборах блогеры-наблюдатели появились в Санкт-Петербурге и нескольких других регионах. Напомним, в Татарстане за выборами следят 14 тысяч наблюдателей, среди них около 100 блогеров. Все 3 дня в республике работают и иностранные эксперты. Рамиль Галиуллин познакомился со всеми. Позитивный опыт Республики Татарстан сейчас востребован на федеральном уровне. Формат наблюдателей-блогеров, работающих на выборах в Татарстане, тиражируют и в других регионах. Об этом сегодня на онлайн-форуме «Мой голос» сообщил представитель Общественной палаты России Александр Малькевич. Так формат уже внедрили в Санкт-Петербурге. Работают лучшие региональные практики, появившиеся в данном случае как раз в Татарстане, расходятся по стране, и это важно, это значимо. Уполномоченный по правам человека Сария Сабурская рассказала о работе с иностранными экспертами. Они работают все 3 дня, что идут выборы. По ее словам, они высоко оценили доступность голосования для маломобильных граждан. Возможность получить бюллетень, именно наличие шрифта Брайля. Кроме того, целый материал с использованием данного шрифта партий, которые участвуют в избирательной кампании, сегодня зарегистрированы. Это, конечно же, на взгляд международного эксперта, но и для нас, для меня, как уполномоченного правам человека, я думаю, и для вас, Андрей Станиславович, действительно большая оценка. По итогам первого дня голосования в Центр общественного наблюдения Татарстана поступило около 25 заявлений с информацией о возможных нарушениях. Об этом сегодня рассказал его руководитель Мунир Гафиятуллин. Были жалобы на отсутствие масок и канцтоваров. Кому-то показалось, что на участке стоит неопечатанная урна для бюллетеней. Кого-то возмутило, что ему не дали посмотреть список тех, кто уже пришел и проголосовал. Мы их отрабатываем и смотрим, действительно ли эти факты произошли, какие нарушения они были или нет. Но отрадно также сообщить, что в основной своей массе все эти замечания носят фейковый характер. В Татарстане на 50 избирательных участках работу наблюдателей проводят волонтеры-медики. Они следят за тем, чтобы выборы проходили безопасно с соблюдением всех санитарных требований. Мы, как молодежь, как активная молодежь, понимаем, насколько это важно для нашего будущего, так как мы сами вправе и должны высказать свою точку зрения, с кем мы будем работать в дальнейшем. Мы вправе сейчас, возможно, доказать о том, что выборы проходят действительно по-настоящему, каждый может высказать свою точку зрения. Мой наблюдательский опыт продолжается, 2-й день, мы находимся на 159-м участке. На связи с подписчиками и на избирательном участке. Как проходит голосование, блогер Руслан Сабиров рассказывает и показывает у себя в Инстаграме. Следят за прозрачностью выборов и делятся со своей многотысячной аудиторией татарстанские блогеры-наблюдатели уже 2-й год. Мы с нашим коллегой выявили одно, незначительное, но все-таки нарушение. Висела агитка перед входом с какой-то партии. Мы заметили это, сказали, сразу они все это быстро устранили. Моя главная задача как наблюдателя, наверное, транслировать своим подписчикам, все ли меры правильно соблюдаются. Всего за ходом выборов в республике следят 14 тысяч наблюдателей. Рамиль Галиуллин, Ильшат Мухаметов, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. На избирательных участках по всему Татарстану работают тысячи наблюдателей от политических партий. Сегодня некоторые из них прокомментировали ход голосования. Я могу сказать, что у нас серьезных нарушений наши наблюдатели они не зафиксировали. То есть мы обобщаем всю эту информацию. И, конечно, я надеюсь, что
И 19 сентября, и сегодня, 19 сентября все пройдет тоже без серьезных нарушений. Наша с вами задача сделать все, чтобы в Республике Татарстан выборы прошли спокойно, чтобы никто не подвергал сомнению итоги голосования. У всех участников избирательной кампании, избирательного процесса были равные права. Мы не увидели серьезных никаких нарушений. Это дает нам уверенность, что вся кампания пройдет таким же уверенным, спокойным и честным. И не будет никакого большого, никому не нужного шума. Справедливая Россия за правду оценивает ведение выборов в Государственную Думу Российской Федерации на хорошо. Есть моменты, которые мы в рабочем и в оперативном порядке устраняем на местах. Избирательный процесс для людей с ограниченными возможностями сделали максимально доступным. Участки, преимущественно на первых этажах, по заявке приходят на дом. Для слабовидящих бюллетени со шрифтом Брайля. Сегодня в Нижнекамске этой возможностью воспользовался Сергей Добротворский. И помогла ему в этом собака-поводырь. Ират, вперед, ищи. Вот он находит мне бордюр. И мы дальше идем по маршруту. Ират необычный пес. Он поводырь, сопровождает Сергея Добротворского уже 3 года. Незаменимый помощник помогает незрячему хозяину чувствовать себя уверенно в повседневной жизни. Доводит до магазина, парка, а сегодня до избирательного участка. На выборы мы ходим всегда. У нас это уже принято с советских времен. Как бы... Если сказать сказочными словами, хотелось бы, чтобы добро победило зло. Вот так вот выглядит шлейка жесткой ручкой для Ирата, с помощью которой он помогает хозяину Сергею передвигаться. На ней крупным шрифтом написано «Собака слепого». На входе Сергею измеряют температуру и вручают набор избирателя: маску, перчатки, ручку и 2 бюллетеня. Но вместо обычных бланков бумажные трафареты. Они напечатаны шрифтом Брайля. Сергей пальцами изучает список и ставит галочку «Без посторонней помощи». Голосование идет в штатном режиме, все хорошо, стабильно. Избиратели идут, и это очень радует. Вчера очень много было избирателей. На избирательном участке созданы все возможности для голосования людей с ограниченными возможностями. Мы ждем избирателей, приходите. В Нижнекамском районе проживают более 17 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. 811 из них инвалиды по зрению. Для тех, кто не может прийти на избирательный участок, предусмотрено голосование на дому. Сегодня комиссия пришла к Ильгизу Салахову. Каждый год, как вот себя знаю, каждый год, начиная с деревни, когда учителем работал, тогда агитаторами работали. Впереди еще один день голосования. В Нижнекамске жителей ждет много сюрпризов. Это концертные программы, ярмарки. На некоторых участках можно пройти маммографию, флюорографию и сделать прививку от коронавируса. Альбина Валеева, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Праздничное настроение на избирательных участках Казани сегодня создавала агитбригада. В творческий союз объединились молодые артисты театров и студенты Института культуры. Ребята сочинили частушки про выборы и исполняли их с машины у входа на избирательные участки. На улице Ершова к ним присоединился народный хор культурного центра «Сайдаш». Скоро славно заживем, чтоб сбылись все наши грезы, мы на выборы идем! Просто собрались и стали думать, чтобы сделать такого интересного, чтобы народу понравилось. Вот, и решили немножко так придумать частушки. Конечно, весело, хорошо, красиво, молодцы. Да вот как хорошо. Очень довольные. Смотри, чего. Пляж-то поют, и дам плясать охота. Выборы все эти дни проходят под контролем Роспотребнадзора и с соблюдением антиковидных требований. Коронавирус не отступает. За последние сутки в республике зарегистрировано 56 новых случаев. Один из них завозной, остальные контактные. 25 человек госпитализированы. Прививку за сутки получили лишь 3356 человек. По сравнению с июлем, когда в сутки вакцинировались 18 тысяч жителей, сейчас существенное падение. Из темы ковид сегодня началось субботнее совещание в Доме правительства. Рустам Минниханов сообщил, особенно беспокоит ситуация
ситуация с заболеваемостью непривитых граждан. Темп прироста заражения сейчас уже 19%. Особое внимание президент обратил на необходимость реабилитации после ковид. Особо нас беспокоит та категория, которая не провакцинирована. Очень большие осложнения у тех, кто перенес ковид в тяжелой форме. На самом деле, я реально говорю, вот нет ни одного человека, который переболел, даже бессимптомно переболевший, имеет какие-то не очень приятные отклонения. То есть реабилитация, восстановиться, дай бог, чтобы они смогли восстановиться. Перед тем, как идти голосовать, жители городов сегодня могли приобрести продукты по доступным ценам. В Казани вновь заработали 15 площадок сельхозярмарок. Морковь за 20, мясо за 420, а еще картофель от 18 рублей, другие овощи, яйца, мед и молоко. О том, что активный сезон покупки картошки уже начался, говорит тот факт, что на всех ее не хватило. Как на это отреагировал Минсельхоз, расскажет Рамиль Шайдуллин. 7 утра. У прилавков не протолкнуться. Сегодня сельхозярмарка. Значит, фермеры привезли продукты из своих подворий. Мясо, яйца, овощи – все домашнее. Лук неплохой, сухой, хороший. Ярмарка на проспекте Ямашева – одна из 15 точек, работающих сегодня в Казани. Свою продукцию фермеры разложили в 6 утра. Привезли около 2 тонн всего. Все продается. Очень хорошо берут. Вот окунь, лещи большие, крупные. Люди берут? Берут очень. На той неделе очень хорошо работали. То, что входит в так называемый борщевой набор, сегодня тоже в достатке. Чеснок, свекла, морковь, лук, капуста. Еще вчера были на грядках, сегодня уже на прилавках. В дефиците оказался один из главных ингредиентов борща – картофель. Настолько был высоким спрос, что его разобрали уже через час после начала продаж. Здесь картошки нету. Одна машина была, и там одна небольшая машина была, и все. 6 часов уже нет ничего. Те же, кто нашел его, покупали сразу и по многу. Картошки 8 килограмм. Картошка есть, значит? Нет. По мнению некоторых покупателей, целый грузовик завезенного картофеля горожане не раскупили бы так быстро. Они считают, виноваты перекупщики, которые приобретают все оптом за 18 рублей, а потом перепродают с наценкой. Минсельхоз вопрос решила сразу. Приняли решение овощ довести. В ведомстве отметили, дело не в перекупщиках, а в повышенном сезонном спросе. В этом году действительно приходится завозить продукцию в 2 раза больше, чтобы обеспечить спрос. И то вы видите, вот сейчас 7 утра, и народу очень много. Поэтому на самом деле приходится и дополнительно подвозить продукцию. Ну, цены доступны, и поэтому, наверное, и спрос такой на них. К слову, картофель сегодня продавали от 18 рублей за килограмм. Морковь, свеклу, капусту и лук от 20. За десяток яиц фермеры просили 65 рублей, а за килограмм говядины 420. Все нравится, да. И картошку берем, мясо. И свежее, считаю, все деревенское. Не то, что там магазины. Свежие продукты по доступным ценам будут ждать казанцев каждую субботу вплоть до конца декабря. Ярмарки товарами обеспечивают 22 района и 20 предприятий АПК. Рамиль Шайдуллин, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Проголосовал, получил браслет, заходи на гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». За избирательную активность скидки. Казанцы и гости города сегодня весь день у Дворца земледельцев. Здесь настоящая скатерть-самобранка из кухонь народов мира. Что попробовала Юлия Гоголева и что пользовался успехом у гостей гастропраздника, сейчас узнаем. Мы готовим мексиканский тако и мексиканские бургеры в тортилье. «Вкусная Казань» – это не просто невообразимые цвета и запахи, но и возможность выведать секреты национальных блюд. Многие готовят прямо здесь. Обед! Продавцы завлекают гостей как могут. Конфеты для счастья, хот-доги халяль, инде-бургер. По соседству традиционные соленья с татарстанских грядок. Мы семья Копейкиных. Вадим Копейкин. Мы приехали из солнечного Сочи и хотим сказать, что Казань воистину гастрономическая столица нашей страны. Такого разнообразия вкуснейших блюд мы не пробовали нигде, несмотря на то, что мы сами с Северного Кавказа, и нас на самом деле трудно чем-то удивить. Я взяла блюдо баке, потому что я специально пришла сюда и нашла его здесь, на этом классном, крутом, необычном фестивале. «Вкусная Казань» проходит не первый год. Гастрофестиваль стал брендом города. Привезли мы выдержанные сыры с выдержкой около 2 лет.
Вот. Мы привезли также и мягкие, полутвердые сыры, и с белой плесенью. Витрин с сырами на фестивале, пожалуй, больше всего. С паприкой, черным трюфелем и голубой плесенью. Здесь можно почувствовать себя сырным сомелье. У нас есть супер яркий, острый сыр с перцами разнообразными. Есть наш хит навсегда, это Pepper Jack Black Edition, это сыр с чернилами каракатицы. Фантазия кулинаров здесь на фестивале просто не знает границ. Но лично меня здесь больше всего удивило, что посуда, в которую подают некоторые блюда, тоже может быть съедобной. К примеру, вот здесь, на этой точке, ароматный суп-пюре наливают вот в такие, посмотрите, абсолютно съедобные стаканчики из теста. И это... Ой! Отличный способ согреться. Сейчас попробуем. Из фестивальных напитков в фаворитах сегодня горячий и безалкогольный глинтвейн. Бабье лето так и не наступило. Впрочем, прохладная погода для желающих устроить праздник живота не препятствие. Аппетит на свежем воздухе только подогревается. Юлия Гоголева, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Они бережно хранят свои традиции, а на выборы ходят с песней и в национальных костюмах. Все это о жителях Каенлинского поселения Нижнекамского района. Издавна здесь, в деревнях Каенлы и Малые Ерыклы, живут татары, крещенные татары, русские. В каждом селе есть свои культурные особенности, которые ярко выделяют их среди других. Если в одном идут по жизни с песней, то в другом исторически готовят пельмени размером с пирожок. Подробности в рамках нашей традиционной рубрики «Айда Татарстан». Все-таки удивительно, что даже в такую не самую теплую погоду, за окном дождь и ветер, в вашем деревянном доме по-настоящему тепло. У вас везде так? Деревянные дома везде строят? Да нет, сейчас уже не деревянные. А раньше все были деревянные. Ну, все-таки и название села к этому обязывает. Мы в получасе езды от Нижнекамска в деревне с говорящим названием Малые Ерыклы. Зирек, вот этот татарский корень названия, в переводе Альха. И неспроста. История села тесно связана как конкретно с этим деревом, так и в целом с лесом. Да. Хотя сегодня дерево в Малых Ерыклах редкость, еще 100 лет назад, говорят жители, оно было всюду. Дома, учреждения культуры, все строили из ольхи, осины, березы, которые росли здесь же. То есть здесь, где мы сейчас находимся, раньше был лес? Да, здесь раньше был лес. Малые Ерыклы – село, известное еще с 17 века. Исторические местные жители занимались земледелием, позже стали относиться к категории государственных крестьян. Свои обычаи, свои праздники никогда не бросали, всегда отпраздновали, когда им положено. В советские годы несколько раз менялось административное подчинение Малых Ерыклов. Уфимская губерния, Мензелинский и Челнинский кантон ТАССР, и только в 65-м село, наконец, входит в Нижнекамский район. С советских времен здесь осталась добрая традиция ходить на выборы, как на праздник, с песней. Выборы — это для нас тоже праздник. Вот так ходим в национальных нарядах. Приятно, красиво. Каждый раз выбираем, как праздник это для нас. От Каенлов до Малых Ерыклов 2 минуты ходьбы, но и там бережно сохраняют свои уникальные культуру и традиции. Вот и местный ансамбль «Жирекле Мангнара» исполняет песню, которую когда-то пели их бабушки и прабабушки. Про жизнь, про судьбу народа своего, как они жили раньше, чем они сейчас живут. Национальное блюдо, как говорится у нас у кряшен, большие пельмени. Но действительно, таких больших вот заготовок не видел. Сохранили здесь и свою особенную кухню. Лидия Гребенщикова готовит пельмени так же, как делали ее бабушки. Тесто режет чашкой, заготовки лепит вручную. Из поколения в поколение передается рецепт. Из поколения в поколение все это у нас передается. Лилия Ирназарова переехала в Малые Ерыклы 3 года назад. С тех пор влюблена и в село, и в людей. У них религиозные праздники, Пасху мы вместе отмечаем. Мы тоже с семьей, со своими сыновьями красим яйца, пеку куличи. Все вместе.
Таковы традиции всего многонационального поселения. Все делать вместе. Татары, русские, кряшины, украинцы, азербайджане, армяне. Живем очень дружно. Вот и сегодня, отдав свои голоса, соседи из разных деревень собираются за одним столом. Главное угощение – татарский чак-чак и кряшинские пельмени. Нет у нас воровства, нет у нас никто чужие вещи не трогает, никто никого не обижает. Поэтому все народы, какие у нас живут, очень дружны. У нас вот народ какой-то такой. Вот мы их уважаем, они нас уважают. И у нас какие-то вот открытые люди, я вот так думаю. Поэтому ни в Каенлах, ни в Малых Ярыклах не боятся, что их традиции когда-нибудь забудутся. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Нижнекамский район. Возвращаемся к главной теме дня – выборам депутатов Госдумы. Вот свежие цифры. Явка в России на 8 часов вечера составила 31,51%. Об этом сообщает ЦИК России. Какие цифры явки в Татарстане? Мы сейчас возвращаемся в Центр избирком республики. Здесь несколько минут назад завершилась пресс-конференция главы ЦИК Андрея Кондратьева. Он рассказал о том, как прошел второй выборный день в Татарстане. Давайте послушаем. По уточненным данным, если сравнивать вечер, брифинг Центральной избирательной комиссии вчерашнего дня, на вчерашний день, я напомню, было 32,1% избирателей Татарстана отдали свои голоса, а сегодня 57,5% избирателей Татарстана проголосовало. По России, я знаю, что ЦИК Российской Федерации опубликовал данные, 31,51%. Так заканчивается этот выборный день. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Еще больше новостей в наших соцсетях, ВКонтакте и Инстаграм. До встречи завтра в эфире в 8:00. Здравствуйте! Погода в Татарстане по-прежнему опережает календарь. Отставание от климатической нормы составляет примерно 3 градуса. Стабильно холодно и изменений в ближайшие сутки не ожидаются. По данным сервиса Яндекс.Погода, воскресенье на юго-востоке, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево переменная облачность без осадков. Температура понижена около 7 градусов днем. В Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге атмосферное давление повысилось, ветер стих, осадки не ожидаются, но холодная погода сохраняется. Ночная температура может местами понижаться до отрицательных значений. Стабильно холодная погода и в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Изменений в ближайшие сутки не ожидаются. Без осадков и переменная облачность в Арске, в Кукмаре, в Балтаси. Будет холодно, местами заморозки на почве. В Болгаре, Држаном, Буинске также переменная облачность, без осадков и холодно. Одевайтесь теплее. В центральных районах в погоде пока без изменений. Переменная облачность, сухо и около 9 градусов выше нуля. И в ближайшие дни синоптики не прогнозируют улучшение погодных процессов. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. У меня артроз. Протез, хоть и дорогой, не приживался. Так я попала в «Доктор Ост». Даже при тяжелых формах артроза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Жаль, поздно попала в «Доктор Ост». Были бы оба сустава целы. 19 сентября в Казани будет переменная облачность без осадков. Ночная температура плюс 4, а днем 10 градусов выше нуля. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление выше нормы 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%. Магнитное поле Земли спокойное. Погода не радует теплом, но именно в такие дни особенно ценно тепло близких людей. Всего доброго и до свидания.